Стратегической задачей остается реализация национальной политики. Особую актуальность в прошедшем учебном году обрели вопросы языка. Мы прошли сложный период. Из него следует извлечь уроки. То, что длительное время не решались ряд вопросов, это в том числе и наше упущение. Никто за нас их не будет решать. Рядом школ были проигнорированы конституционные права граждан на изучение родных языков. Выбранные учебные планы не позволили реализовать соответствующие потребности. Муниципальное образование, как учредители школ, тоже не проявили должного внимания к этому важнейшему вопросу. Основные задачи в этом направлении определены. Это совершенствование методик преподавания государственных и родных языков, назрела необходимость создания цифрового учебно-методического комплекса по языкам, обеспечение развития кадрового потенциала, воспитание уважительного отношения подрастающего поколения к представителям разных национальностей и конфессий, к языку и культуре, и традициям и обычаям. В июле текущего года внесены изменения в Федеральный закон об образовании в Российской Федерации, касающие изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации. Перед системой образования это ставит особые задачи. Важно, чтобы учебные планы и программы учитывали, с одной стороны, обязательность изучения родного языка, а с другой – особенности контингента обучающихся. Данные направления требуют от каждой школы весьма тонкой и внимательной работы с родителями. Именно они определяют выбор языка для изучения каждым ребенком. Тел аралашу чарасы гына түгел, ул һәр милләтнең тарихы, аның мәдәнияте, дөньяга карашы. Шуңа күрә туган телне тиешенчә укыту, яшь буынны милли гореф-гадәтләрне хөрмәтләүгә өйрәтү, аларда туган тел белән горурлану хисе тәрбияләү бүгенге мәктәп алдында торган бурычның берсе булып тора.